С творчеством Сергея Параджанова наш зритель знаком главным образом через киноленты. И первое, что ассоциируется с именем кинорежиссера, это два фильма 60-х годов прошлого столетия «Тени забытых предков» и «Цвет граната», принесшие Параджанову мировую известность и высокие награды. Но он один из тех художников, который показал, что искусство кино – это искусство великой поэзии. Он еще тогда доказал и показал всему миру, что искусство кино – это не искусство действия, как мы сегодня это воспринимаем и понимаем. Это искусство великой поэзии, это искусство великой мысли, это искусство великой медитации. Возможность вновь пересмотреть и обсудить культовые шедевры поэтического кинематографа появилась у посетителей Национального краеведческого музея в день открытия уникальной выставки «Мир Сергея Параджанова. Искусство без границ». Зрителям посчастливилось узнать, как создавались легендарные киноленты. Это вот первые эскизы. Каждый кадр фильма он рисовал заранее. Потом находил своих героев. Он их одевал, эскизы делал, а потом, видите, это перечеркнутые кадры, те, которые он снял. Вот уже образы, образ муза, он есть в фильме. Завен Сарксян – друг, коллега Сергея Параджанова. Они были знакомы многие годы. О гениальном кинорежиссере, неординарной личности Завен может рассказывать бесконечно, как и бесконечно говорить о его творчестве, проводя экскурсии по знаменитому дому-музею Параджанова в Ереване. Он создавался несколько лет, открылся в 91-м, собрал более 600 работ мастера. Он мне сказал в Тбилиси, что я хочу, чтобы все, что я сделал, было в Армении. Придумай, как это сделать. Я сказал, давайте сделаем вашу выставку. Это самый легкий способ. Он согласился. Мы сделали эту выставку, которая пользовалась большим успехом. Часть музейных работ и сегодня успешно выставляется в разных странах мира. И вот теперь экспозиция добралась до Хакасии. Она представлена 40 фотографиями. На них запечатлен сам кинорежиссер, эпизоды со съемочных площадок, мгновения жизни мастера. Автор большинства этих снимков – фотохудожник Завен Сарксян. Он же запечатлел на пленке рисунки Параджанова и его объемные коллажи. В них кинорежиссер воплощал свои детские воспоминания и переживания. Это еще и некая реакция автора на жизнь. У Параджанова она была с множеством перипетий, главной из которых – это 2 тюремных заключения за творчество, которое не принимало официальное советское искусство. Гонения на режиссера утихли только в 80-х. Это время начала творческого подъема мастера кинематографии. Вновь снимались фильмы, создавались художественные произведения. Сегодняшнее знакомство жителей нашей республики с творчеством кинорежиссера – это результат соглашения о сотрудничестве между Хакасским краеведческим музеем и музеем Сергея Параджанова. Работать выставка будет до конца декабря. Хакасский народный ансамбль песни и танца «Жарки» покорил Францию. Такого поворота событий музыканты не ожидали, вероятно, поэтому сдерживают эмоции, когда вспоминают о поездке. Все случилось минувшим летом. Наши ребята, мастера горлового пения, успешно владеющие национальными музыкальными инструментами, блестяще выступили на международном фестивале-конкурсе моды, красоты, современного и фольклорного искусства «Открытая Сибирь» в Канске Красноярского края. Победа стала пропускным билетом на финальный этап фестиваля. Он традиционно проходит под патронажем известного модельера Пьера Кардена во Франции. В этом году участников оказалось более 600. Номинаций 4. Современное искусство, мода, театр и фолк-искусство. В последней участвовал наш ансамбль. Выступал в Лакосте на развалинах замка Маркиза де Сада на сцене под открытым небом. У нас 6 номеров было, которые мы там играли. Это музыка, пение и горловое. Нас хорошо приняли, особенно горловое пение. И всех конкурсантов только у нас было горловое пение. Высоко оценила конкурсантов из Хакасии не только публика, но и жюри. Жаркам присвоили высокую награду. Для нас прошел он очень успешно, потому что после выступления нам дали диплом, выдали дипломы, и там оказалось, что там написано диплом участника и победителя конкурса. Поездка во Францию для ансамбля «Жарки» стала первой зарубежной за последние 30 лет. Вылилась она в крупную сумму денег. Большую часть средств выделило Министерство культуры республики. В Лакосте побывало только 5 артистов. Всего же в коллективе их около полусотни. Это и вокалисты, и музыканты, и танцоры. Принимают в ансамбль ребят с 15 лет. Причем музыкальное образование в этом деле не главное. Важно любить национальную культуру и нести ее зрителю. Эти традиции заложены еще в 1957 году. Во время основания ансамбля «Жарки» живы и сегодня. Основы, которую зародила Сара Даниловна Словина, то есть они остаются. То есть у нас коллектив очень дружный.
Мы поддерживаем, трепетно относимся к произведениям, которые дошли нас с их времен. Также мы стараемся находить новых авторов, композиторов, где-то что-то в Тахпахе, где-то услышим, стараемся их обрабатывать. И ты занимаешься тем делом, которое тебе нравится, играешь, получаешь удовольствие, сама развиваешься, твой духовный мир обогащается, кругозор, и это всегда интересно. Сейчас для Жарков начался новый творческий год. Продолжается набор в ряды ансамбля. Одновременно идут репетиции и подготовка к очередной поездке. У музыкантов и танцоров появилась мечта покорить Монголию. Там скоро тоже намечается фестиваль.